Смолинску, Деникель Дуги, у Владивостоку Третий. І гэтак далей, іншыя характары, і людзі там блізныя да прасторы, людзі ідуць адзін да аднаго з хуткасцю скорых цягнікоў, стукнуліся, сышліся, няма часу. Сёння ты ўсе сядзіш, які выпіваюць водапорца, заўтра ты за 3000 кіламетраў і ведаеш, што з ім ніколі не спаткаешся, і трэба залезці адзін у аднаго, як мага глыбей. То ўсё было. Але была адна якасць, якая паядноўвала увесь Савецкі Саюз цалкам ад да Урала і за Урал. Нідзе сам чалавек не каштаваў нічога. Усё решта каштавала. Сталь, цемент, камень, дрэва, чалавек, нічога. І я потрапіў у такую ситуацию у кампанію, дзе мы не каштавалі нічога, і 5 з нас загинули. Я тут узнікла пытанне, а што ж це за краіна, у якой я живу, як мне далей існаваць? І я пачаў шукаць адказы на гэта пытанне. Я пачаў чытаць на філософаў, Кантаў, Гегеля, нічого яны мне не... І тады я стаў пісаць. Я стаў ставіць себе пытанні і на іх адказваць. І тады сталі ўзнікаць літаратурныя тэмы. Я ўбачыў, што тут, вось, тут я могу знайсці самого сябе. І тады я падаў документы у літаратурны інстытут, куды на дзіва паступіў, там вялізны конкурс быў. І тады я зразумеў, што я магу займацца літаратурай як нейкай працай жыцця. Пасля сталі ўзнікаць вельмі сур'ёзныя пытанні, ужо такого больш шырокага маштабня, і адно з іх, і самае галоўнае, Беларусь. І беларусы, як народ, як нацыя, як мы з вами. І калі я стаў паглыбляцца туды, я убачыў такую бездну, у якую страшна было зазіраць. І першае было неразуменне таго, як гэта можа быць. І паціху я ўсё паглыбляўся, і ўрэшце рэшт вот прыйшоў да гэтага верша, які я ўключыў у гэтую кнігу. Тут роман канчаецца тым, што бурыцца гатэль Москва, у якім загінуў упала, і у 414 нумары, дзе ён жыў, знаходзяць пад падваконнем пакет. Это реально было. І быў реальны чалавек, які знайшоў гэты пакет, его прозвішча было Лермонтов. Я рынуўся ў Москву, там, на этой руины, аж до Лужкова добрался, где Лермонтов, концы. Я не ведаю, что там было в этом пакете, я не нашел концов. Але ничто не заминало мне придумать, что в этом пакете был верш. Я не ведаю, кто его написал, может быть, его написал Янка Купала. И верш называется «Як не дивно, Рэй Бен Геном». Тело на заход, а кровь вытекая на восход. Мертвый народ сам себе уже не помнит живого. Это такая трагедия. Мертвый народ. Это такая комедия мертвого Бога. И он у церквах, у костелах, у храмах помер. Думали храмы, а вышло, что склепы и труны, и ни причип, ни чума, ни холера, ни моры, ни причим, ни враги, ни скифы, ни гуны. Час и манюк, и пророков до кучи гробе перемешались в пыли своей чужие, мертвый народ, оживляя самого себе, и ніяк, и он самого себе не оживить. Бог белорусский, я чую твое, попроси. Може, обрынешься градом, пяском с каменями, громом ударишь, ти огненный знак подаси, страшный свой суд ожививший, учинишь над нами. Может, запалишь у нас под ногами землю, как мы суда побоялись более, чем смерти. Бог белорусский, тебе я и смерти люблю. Бьется и бьется во мне твое мертвое сердце. Я ведаю,
Я верник, я вырос у семьи верников, я научился читать по Святым Писаниям. Дед мне сказал мне, что вот, Володя, у меня ослабли оточек, вот ты будешь моими ушами. И там, за лето я уже читал, учил я меня алфавиту так, заводил там усад, во яблонер, это литера Я, во грушина, это литера Ж, во вишня, литера В. Огород, во морку, литера М, во бурак, литера Б. Я за тиждень я алфавит. Еще это все делал. И пусть я ведаю, что Бог один, але я ведаю, что есть еще и белорусский Бог. Але нам треба моцно попросить, как он на нас заявился. А попросить это не просто молиться. До речі, в моїй хаті ніколи не просили Бога. Тільки дякую Боже. Дякую Богу, що дав. Остатнє все. Творить ти сам, когда. Зробити нечто треба, щоб Бог білоруський звернув на себе нашу увагу. Без этого ни один народ своего Бога так и не найдет. А без национальной церкви белорусской, без этой институции мы реально Беларусь не можем стать. Именно это по этой причине идет такой наступ вот, на все это белорусское включено. Я не разумею, что тут наши силы, и я за все треба подкосить. У Романе шмат есть и про Бога, и про белорусский народ. Есть там так само такая метафора, что разом с купалом у лесвичной природы отелю Москва упал не только он, але упала так само и уся Беларусь, у весь белорусский народ. И только и Беларусь, и белорусский народ лечить должен, чем сам. Ну, еще не ляжет. Ну так, есть такая метафора. У Гоголя тут в этом тексте, ну, все-таки поэт есть поэт, от этого никуда не выскочишь. И вельми шмат таких метафор, які, ну, розчитувати треба. Ну, правда, не треба. І він читається, правда, просто. Такий, ну, тут цікаво читати, а все ж буде все-таки, хто там за век упав, хто не. Ну, такий детективний. Подтверждаю, читается. Детективний момент є, але це все заманка така, розумієте, заманить на свою територію, яку я там живі загрузки, і прочитали то, про що тут написано. Так? Ну, ми сьогодні бачимо, от сьогодні летим. Так хіба. Вам з даху видать легче? Ой, как я бачив, небосхилу. Я ніколи не мкнувся у пророки, я, коли був молодейший, я вот чіплявся до старейших. Помню у Норильську, вот это, за Норильськом это було, за полночному кругу. Сидим, мы станцию там будовали, релейную. Сидим, значит, это завея, там, ну такая завея, там, ну треба у прибиральню сходить, только тут запрос берешь, сидишь у прибиральню. Просто отпустил, ты уже, все, лечишь, что мертвый, ты уже не знаешь, что эти Бог повернулся. Ну снег вот такие, щели, что не видать. И был там один дядька, наладчиком был, ну старейший за всех у нас было 30. И вот мы сидим, спирт глушим, и я все, ну вот, скажи, ну, я думаю, що вони ведуть старі, ведуть некую мудрость життя, яку мені не повідомляють. Ну, я відчуваю, що я дурний. Я думаю, не можу я бути таким дурним. Вони просто не дають мені стати розумним. І він же тривав. І ще один вопрос, я тебе обливаю спиртом і зжираю. І коли каже, саме найгірше, що я в своєму житті зроблю. Я теперь ведаю, что все дурни, включно со мной. Ніхто таємницю у чим, я кажу, чим ліпше таємниця життя, як ми розгадали її, і що б ми робили. А так, до смерти будемо гадати, чому ми тут народилися, і що нам з цим всім робити. І будемо змагатися, то за Білорусь, то там ще таке, що. Цікаво життя, вам скажу на голому світі. При всем при тым, что отбывается, конечно, драма, конечно, трагедия. Хотя это трагедия и драма для мастацтва, для литературы Клондайка. Столько персонажей, столько характеров, столько... Вот все, что отбылось в Беларуси 20-го года, можно записывать, ну, ничего не удумляешь. Это просто шедевр. Это шедевр литературный все. Я уже не говорю, что это было просто пригоже. Сам я пригоже. Не может
от самое пригоже у свете потерпеть поразу. Это в Огрі революція не потерпела поразу. Революція не кожна приводить до зміни влади. Але найперше вона повинна привести до зміни свідомості. А це відбулося. Це відбулося, це факт. Воно придушене наше громадство зараз репресіями. Але воно відбулося, воно інше. І просто треба які умови, щоб це іншість виплюснуло. Це обов'язково станеться, я вам клянусь. Я тут не пророк, а я тут просто повинен статися. Z dachu widać lepiej. Ну так, понимаете, что еще вам сказать? Может быть, на этом их ведаете, стоишь іншим разом перед людьми, пели, кукарекаешь, а може їм зовсім інше хочеться чути. Это тобі цікаво про это казати. А вот песни, я переконаний, завсёды до места. И может быть мы перейдем до такой больш веселой части нашей с вами встречи. Тут со мной знакомитый Дмитрий Войтюшкевич. Где ты ее, Дмитрий? Он тут степленько стоит за дорогой. Вот сюда и вот сюда. Вот. Давайте там. Ты тут сядь, а ты без микрофона будешь? Я ж голос маю. Вот, и тут мне лекция будет. Мы с ним написали довольно много песен. И мы написали на вот рок-оперу, которая называется «Полонез». Так называлась моя поэма, яку я написал тут, у Варшаве, подчас, ну, скажем, как сказать, миграции это не назовется, да? Ну, подчас своего першего переезду з Білорусі у інше місце. Хотя тяжко було, я вспоминаю. До речі, от зараз, я езжу, этот проект оказался большим, чем я мерковал. Я думал просто про книгу, а вот Ярослав Иванов зробив этот проект, точно зробив, вот встречу с вами. Ну, это перш за все белорусы, которые з'їхали опошнім часом. Боже мой, я весь витрымліваю, правда. Вот починаються це питання відказу, після підписання книги. Ну, питаєш у людей, откуда ты, что с тобой, и починаю розповідати. Что, за что, сорвали человека, семьи порушили, побили лёсы, потом, боже мой, и слезы в ушах у них стоять, и глядять так, как будто вот я нечто могу выручить там. А что я могу в такой самой ситуации, как и все, и, ну, короче, это, ну, значно больше, чем просто книга. Да. Так ось я тоді приїхав, я був значно молодіший, це ж було в Каліві в 99-му році. І я приїхав, я вже був вдома у Владимира Некляєва, у мене там, значить, на грудях на городі, ну, знакомиться человек, песни, як Лукашенко сказав, ти тільки, значить, там сутюга не поешь, так, и ще поешь. А тут я хоп, и никто. І все життя увечити з нуля. Це психологічно вельми тяжко. Ти розмови, от зараз у нас там, особливо в пропаганді, от вони там на польських хлібах, там, на німецьких хлібах. Слухайте, не дай Бог, это я. Иметь хлебы, они перед Поздняком тоже в Варшаве сидели, там уже у моего доброго сябра, Чеслава Сенника, який мені прокладав, книгу я в одному перекладі. І сидели я Позняк, жонка, і розмовляли, і раптом Галя, жонка, я говорю, ой, Зенон, ну хоть бы до хати, хоть бы на хлеб и воду. Так ось, і мене заратувало одно. Я потузився, тут мене змусили знову до політики, я у эту політику, гляджу, я не поспів її зайнятися, а вже возники сягнув, а вже навоз понаскокувало людей, я не думаю, і поганяють, що худший, давай, що ти тут поволі, да ну, господи, думаю, господи, ну тут приїхав з другої сторони.
я, значить, это самое все кинул и все почав писать. И первую поэму, яку я написав, була поэма «Полонез». И она, я думаю, два сюжеты. Один сюжет это лиричный, относительный до русского поэта и польской акторки, знакомитой. Ну, уявите себе, які відносини. За тим гонором, польським пихой, і тут вот, чоловік. А другий сюжет это историчный, это относины, не просто относины, Rzeczy Посполитої і Великого князства Литовського. Так? Ось спочатку, я обидві кавалки прочитаю, а зараз початок этой поэмы начинается так, лиричная я часто. Бывай, Яблонская, бывай. Пробегла осень по фольварку и графика. Какая у парку, хоть парк, у раму забирай, бывай. Яблонская, бывай, я застаюся за рамой картины, что раздождь видна рояль, камин. И ты одна, стомленная, любовной драмой, с бокалом белого вина. Не стал бокал на самый край, светлую тень дрыжать под манною, все разрывисто, туманно, целую руки ясно, панна, бывай, Яблонская, бывай, от клавиш рук не отрывай, у свете девиши железо пронизливо учить нехай, аккорд топошний полонез. Бывай. И графика такая в парку, хоть парку раму собирай, хоть парку раму собирай, бывай, Яблонская, бывай, а пошли распрыгнуть дай, заторгни на картине шторы. Я кинул твой пекельный рай, Прокочем лучше будет ссоры, Прокочем лучше будет ссоры. Бывай, Яблонская, бывай, бывай, Яблонская, бывай. Я застаюся поза рамой картины, что проздушь видна, рояль, камин и ты одна, стомленная любовной драмой, с бокалом белого вина. Не стал бокал на самый край, светлую тень дрыжать батманна, и все разрывисто туманно, целую руки ясно панна, целую руки ясно панна. Бывай, Яблонская, бывай, клавишек не отрывай. У свете девиши с железом, пронизливо звучит нехай аккорд опошний полонеза, аккорд опошний полонеза. Бывай, Яблонская, бывай, бывай, Яблонская, бывай. Я застаюся поза рамой картину, что проздождь видна, рояль, камин и ты одна, стомленная любовной драмой, с бокалом белого вина. Бывай. Я ж
вірш, іменно його так само Дмитрий Мустафетин. І він заключає частку, у якої керівник НКВД Берия, Лаврентий Берия, запрошає Купалу в ресторацию. Ну, ресторацию Араги, это, ну, кто в Москве был, престижная ресторация, там выпало, теперь. Ну, я дознался, что у Берии была такая звычка вот, погуляться перед тем. Он генералов запрошал, яких пошли арестовывал, потыны где, что-то высокое равно. И вот перед тем, як не расстраивался, он там з ними гулявся. Це не Москва була в ресторації, але ось у випадку з Купалом, це якраз ресторація. Виступала, там Берия йому розповідає які історії, а я Купала думаю, що я тут роблю? От увогуле, що я всю життя робив з ним, з всіми этими житті, этими комиссарами, этим всем начальством, что я им могу сказать, коли ничего не чуют, чуют только свое. Что я им могу сказать, коли они все для меня чужие. И вот такие вірш знову ж, хто його написав, ніхто не ведає, може Купала, може ніхто інший. Чужі чужим, яни знайшли свого, не свой своим, яни пошли з чужими, не тужився ні з тими, ні з другими, як ти один, ти больш за одного. Увесь птушка, риба в глибині, вандровник на фантомним небокраї, як ти один, ти не змарнуєш дні на тое, каб спознать закони зграї. Як ти один, однойче ночі ти, угледівши мгненний след комети, утянеш таємницю пустоти, з якої Господь соткав усе сусвети. Як ти один, ти боской канки нить, у вушка голки зловишь, и, быть может, пустое станешь ткать, пустое шить, як ты один, як Бог один поможет. Вы чужие, они нашли своего, и свое своим. И они пошли с чужими, не тузайся ни с теми, ни с другими, як ты один. Ты больше за одного, як ты один. Ты больше за одного, увысь птушка, рыба в глибині. Вандровник на фантомном небокраї, як ти один, ти не змарнуєш дні, на то, як спознать закони зграї, як ти один, як ти один, ти больше за одного, як ти один, ти больше за одного, як ти один. Однойче ночі ти, угледівши імгненний след комети, утянеш таємницю пустоти, з якої Господь соткав усе сусвети, як ти один, як ти один, ти больше за одного, як ти один, ти плоской канки нить, у ушка волки зловишь, и, быть может, пустое станешь ткать, пустое жить, як ти один, як Бог нам допоможе, як ти один, ти больше за одного. Я подписал вам еще один урывок с поэмы, Полонецкий. Я зараз прочитаю. Он уже, як я казав, не лиричний, а такий історичний. У їм Ягайло, великий князь Литовський,
звертається до нас з вами. От до сучасників. Ну, я в будущем помовляю в этом уривку. Чому я Гайла? Чому я написав драму Гайли, чому я включив уривок сюди? У Ягайла, який у тим містечку, де я народився, в Креві, підписав Кревську унію, з якою я женився з Ядвігою і став польським крулем, постать розная у Польщі, у Литві і у Білорусі. У Польщі він нормальний круль, у Литві, а тим більше в Білорусі, не такий вже великий князь, бо чому? Хоч його подають історики, всі, по-перше, все, чомусь наші, як вельми здольного політика, такого геніального, який відчув необхідність єднання Жечі Посполитої і Великого князства Литовського для того, щоб поховатися, ну, вистояти супроть чужаків найперше. Я, коли починав читати всі ці історичні дослідження, з тим посилом, з яким вони писалися, що він великий політик, великий керівник держави, але чим глибше я читав, тим глибше виникало у мене питання, коли ти такий геніальний політик, і коли ти так клопотився про свою державу, то де поділася твоя держава? Де поділася Велике князство Литовське? Увы. Что мы имеем на сегодня? И он поступился державой. Это по моим переконанням, это рішення такого славолюбивого, эгоистичного человека, який вельми хотів влади і хотів признання. Він великий князь Литовський, але все-таки все, що далі було за Польщу, це вже таке дикунство було туди, що під Росію. І на його глядели, ну так, як чоловік, який дресирує медведів, як у моїй родній Сморгоні, розумієте? А тут уже якби зовсім інша річ. Ну так ось, сьогодні ми маємо яку ситуацію? Не подобно? Ось вам історія, ось вам паралель. Уривок, там на узгорці наші, Косопаду Нальша, ну, ви ведаете, так, що таке Нальша? Це западний полдень Беларуси, полночно-западный на Беларусь, а Шмянщина, Сморгонщина, вот это было Нальшанское княжество, было Кревское княжество некогда, и имело магдебургское право. И там я имел счастье родиться, и тому я был нас наказывающий в Беларусь. Как у меня за мной не было этой истории, может быть, я в свой час не тем застался за межами в этой земле, яка стала для меня самым дорогим, что есть на этом свете. Ну, так вот монолог Гагарайли. На узгорке нашим косо падал сребристый дождь. И у сребри тим стояв Міндов, а поруч з ним Ягайло, п'ятий син Альгерда. Коли не ведаешь, так ведай, промовив он, я крижака подтвердил жмуть після Міндовга, бо не яна. Айчина нам, і у нас нема пред ёй довг. А довг во всіх у нас один. Перед Литвою довг великий, яшчэ з пары, як Гедемін завоевал столицу Великого. Праз гэты довг супроть Москвы я с Польшей жениться мусил, каб отстоять Литвы правы, каб лёс великой Литвы не стаўся лесом Беларуси. Да и все дарма. Вы лес опели. Згубили все, что продки мели, ператварили край волков у край зайцов. Я маю право спытаться с глубини веков. Вы кто? Народ? Вы что? Держава? Откуль? Коли нема слядов, познавши зайца по губе, вам жмуть, под нос поднесла дулю, як Беларусь вы на себе, на край Литвинов натягнули, вы разлучили дух с кровью. И обрусевши под Москвою, под назвой даденной Москвой, не стали навод москалями,
толькі назваю адной. І тая назва стала вами. Вы белорусы? Кто такие? Есть Польша, Жнуть, Литва, Россия. Як вы ущемились, сирот? З чого злепилися? З болот? З чого соткалися? З туманов? Таких подмен, таких подманов не ведал ни один народ. И что теперь? Хай так и будет, а бы не горш? Вы что ж за люди? Вам зваться хочется людьми, те не быть, те биться в груди, те устать за кровный край грудьми. Знаете, неколи у юнацтва я с жахом глядел на этот свет. Я начитавшийся там книжек, саме дитинства, як я вам казав, вихований в этих пригожих образах, метафорах. Я бачив эту шересть этих людей у телогрейках вечных, в этих ватных штанах, сгорбленных, спрацованных, пьяных. Навошта мне это свет? Куда я потрапив? Что мне? У їм ровесі, у романі тут написано, яка спробу суїциду, так і було. Але дякую Богу, що я не звершив этот грех и заставился живым, что нравится, что роман это написал. Треба жить, довжей, все человече и так коротко, и не поспеваешь осенсовать у ним самое истотное, але все-таки я убачив на свои очи, як меняется все-таки то. И самые резкие измены отбылись, конечно, вот опошний час. Значит, там опошний где-то 29 пиков припал на 20-й год. Я уже когда вот няка не пора, это пику с дымом, национальный дух. И теперь вот я у Вильникали, Хаварі Каліновського, у Першиню, я подумал тоже про 20-й год. До речі, вірш, там написаний вірш, з якого виникає, що я просто вірю, що так відбудеться. Я не напустив місце, ні, на це. Каратель, устали уже мы, так, нас фізично прийняли, але устали ми вже людьми, і вже ніхто дасть не наших сердцах Беларусь живет. Живем на землю по стиле дыры. В наших сердцах Беларусь живет. Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе! Я напеем кровяных спагоний. На скрывании в часу не успеет. И все летит кривицкая погоня. И час летит, и Беларусь живет. И все летит кривицкая погоня, и час летит, и Беларусь живет. Яна живе, по духам не смарнела, подпольный дух нас уже не видит. И стяг луна е бел червоно-белый, луна и стяг, и Беларусь живет. И стяг луна е бел червоно-белый, луна и стяг, и Беларусь живет. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе! Як это сказать? Хотел бы
единственную песню проспевать на верш Владимира Некрая, называется «На дальней стороне». Это на мозоль, вашу натиснуть хотелось. На дальней стороне наплывает снег, дом с кленом под окном, за дымом туманом, там у дыма нет, а там у тумане. Ой, диня мамяне, народной стороне, з дальней сторони додому, сам гукаюся самому, тому дому кльону тому, і пливуть, як сни, з дальней сторони додому, з дальней сторони додому, з дальней сторони додому, дим, і тумани. Посияють сляди, там небо у голубах, там от живої води, так горько на губах. Там лесом зашли и заплелись в лес гнев стяжаной земли, спев взрушенных небес с дальней стороны додому. Сам гукаюся самому, тому дому клену тому, і пливуть, як сни, з дальней сторони додому, з дальней сторони додому, з дальней сторони додому дим, дим тумани. Птушкой звираю, додому прилетать і цілувати землю, і небо обнимать. А як тому не быть, ты хоть бы сном проплыть, хоть дымом, туманом, над кленом под окном, с дальней стороны додому. Сам гукаюся самому, тому дому клену тому, і пливуть, як сни, з дальней сторони додому, з дальней сторони додому, з дальней сторони додому, де тумани. І пливуть, як сни, з дальней сторони додому, з дальней сторони додому, з дальней сторони додому, де тумани. Гэты верш, які стаў песні Кузьміка Євтушкевича, написав у часах перших эмиграций у Финляндии, и там же написал, а не позднее, в Швеции, вот, откуда приехал наш надо еще раз рассказать, написал вот этот верш. Я бы никогда не пошел в политику, мне там, ніколи я не планував увогуле побілечити. Потому что это были суждения, коллег не политика возможно до культуры. Ну, я розумію знищення мови, знищення культури, історії національної звон. Ну, але знутри, сам. І коли я побачив, що я скористався як поет, я був старшиня суду письменників, там, президентом центру. Усі культурницькі можливості я скористався і побачив, що ви не розумієте. Тільки тоді я вирішив піти в політику і гэтым інструментом політичним нечто поспробувати змінити. Ну, вийшло так, як вийшло. Але верш, і я тоді ось думав про що. Вот глядите, что такое. Вот я сижу там у Финляндии и пишу, я там не кепские вещи написал, поэмы, там не прозу, и читаю там, что у Могилеве, ну вот, вересня, в белорусскую мовную школу, класс пошло 500 тысяч у Могилеве, 500 000, трое девушек пошло. Для кого я пишу? Кто это будет читать? Это значит, отмена мовы, культуры, всего национального, это отмена и меня. У меня особистая зацікавленность, какой-то недлинивность, я это без сенсу на этом свете исную. И не только, далее, я думаю, я. Отменяю. Кто будет читать Купалу? Кто будет читать Колоса, Богдановича, Быкова? Кто? Отменяется глубинная речь, подмурок выбивается с-под ног нации.
Мы на гэтым стояли веками и стоим. Беларусь была замаскавана литературный сюжет, литераторами. И я удивился, когда это скончится, что это будет. И вот такие вещи. Называется он «Апошний поэт». И он народился на белый свет под конец стагоддзя и тысячагоддзя. І ягоны хросны выкінуў партбілет у навакольнае асяроддзе. На хрэсьбіны пасцялілі белы абрус, а пасярэдзіне чырвоная стужка, і ён закрычаў: «Жыве Беларусь!» Калі яго маці, накарміўшы, загушкала. Быў ягонай чытанкай Масей Сяднёў, плюс эсэмэскі і абрэвіятуры, і не ў школу пайшоў ён у 7 гадоў, а на свой першы мітынг супраць дыктатуры. Ні школа, ні вуліца яго не разбэсцілі, ён у сэрцы спяліў да зяду на павагу, і ў 17 гадоў ён 7 сутак адбыў на Акрэсціна, а ў 18 быў выпраўлены на грант у Прагу. Не паспеў ён стаць ні п'янтосам, ні валасугам, ні сексотам, як бацька, ні бомжом, як старэйшы брат, і калі прагрымеў ягоны цягнік над Бугам, ён нават не азірнуўся назад. Яму плакалі ўслед берасцейскія вербы, белая вежа нема глядзела ўслед, а ён смяяўся ў будучыню, дзе ніхто не ведаў, што ён апошні белорусский поэт. Я не могу уявить ни опошнего белорусского поэта, ни опошнего белоруса на этой земле, и верю, что это николи не будет. Предвестник плачет ледяши, ручаины звонит на предвестник. Ты мне тихо-тихо для души проспявай предвестневую песню. Хай душа ускалышится до дна, и тут и поклича десь святая, где на узлеску юная весна першие пролески рассыпает красуня весна. Извините, ручай на поле, красуня весна. Сестра нашей воли, красуня весна, бело-червоным убранні, красуня весна, чаровная фея кохання, от весны никуда не утячи, и праз ветер, что стяги полощат, будем мы с тобою кабуначи, запалить огенчики на площади. Будем мы стоять и вспоминать тых, кого няма сягоння з нами, тых, кого мы будем сустракать с бел-червоно-белыми стягами. Красуня весна, звените ручай на поле, красуня весна, сестра нашей воли, красуня весна, бело-червоным убранні, красуня весна, чаровная фея кохання. Лунає не з корони на векових вітрах, наш открытый червоний, а поле белый стяг. Наш бел червоно-белый, небесный вольный смелый, наш бел червоно-белый, наш стяг, наш стяг, наш стяг. Без конца наша мара об свободе, веде нас по земле и по воде, як солнце, что николи не заходит. Як зорка, что ніколи не упаде. Айчина Бог и гонор, молитва на губах, крыльцкая погоня, несе наш крылный стяг, наш бел-червоно-белый.
белый, небесный, вольный, смелый, наш бел червоно-белый, наш стяг, наш стяг, наш стяг. Для солнца наша мара о свободе, ведь нас по земли и по воде, и от солнца, что николи не заходит, и от солнца, что николи не упадет. Погоню не спыняет ни боль, ни кровь, ни страх, и над крымским краем як так лунает стяг. Наш пел червоно-белый, небесный, вольный, смелый, наш пел червоно-белый, наш стяг, наш стяг, наш стяг. Для солнца наша мара об свободе, веди нас по земли и по воде, и от солнца, что николи не заходит, и от солнца, что николи не упадет, и от солнца, что николи не упадет, и от солнца, что николи не упадет. За ла-ла-ла-ла-ла, и он играл свою мелодию. А те ла-ла-ла-ла-ла, это уже моя пошла. Я написал это под марш. Зараз такие лиричные верши. Владимир, читаешь? Конечно. Я же сказал вам, что я целый год жил в Варшаве, ну, в 99 году. Ну и шмат у меня довольно польских вершев. Один из них называется чисто лиричный верш, хоть об жизни, да. Блаженки, ну все, кто в Варшаве ведает, что-то есть. То и все, что называлося Зося, і поклалося в льося, як знак. Я не ведаю, як почалося, і не думаю, скончиться як. Просто гэтак яно выпадае, проступая кляймом на ілбе, проститутка моя молодая, дай за ўсіх пашкадую цябе. Кипела и збегла, як пена, от было, что было перадых. Славно слухать, як грають Шопена, от 12-й по выходных, славно с Зосей, бодятся в лазенках, забываючи, кто ты такий. На ее синяки, на коленках, як на кветке, летят мотыльки. Что назвалася Зося и поклалася в лёсь. Як знак, я не ведаю, як почалося, и не думаю, скончится я, откипела и сбегла, як пена, от было, что было, впереди. Славно слухать, як грають Шопена, а 12-й по выходным. Просто это яно выпадает, проступает рядом, на ил проститутка молодая, дай за усих подштатую тебе, откипела и сбегла, як пена, от было, что было, пираты. Славно слухать, як грають Шопена, а 12-й по выходным. Славно с Зоси бодятся у лазенка, забываючи, кто ты такий, на яе синяки на коленках, як на кветки летять мотыльки. Откипел и сбегла, як пена, от было, что было, перадых. Славно слух, як грають Шопена,
как мы. Этот верш можно стать песней, я допускал. Але вот послухайте верш, про який я ніяк не думав ніколи, що може стати. Это так само вот верш з одинотой. Самолет называется. Перший раз за все життя, Новый год у одиноте. І такое почуття, як один у самолете. Что ж, и так яно бывает. И небесов посерод, с пляшки короб выбиваю. С Новым годом, самолет! Перший раз за ўсё жыццё, Новый год у адзіноце. І такое пачуццё, як адзін у самалёце. Что и так яно бывает, и небесов посярод, с пляшки короб выпиваю. С Новым годом, самолет. Давайте лісенці. Ну, тоді так само з цього періоду вашего Владимира Прокопа песня называется «Пьянка». И это так само... Да, это мой период. В сенсі періоду імміграції, коли зустрілися три білоруси, один одного лізвідують, і от якби один, що... Я ще тоді, коли, ну, якби більшості вас тут не було, для публіки завжди говорив, що, якби, ну, причин для виїзду з Білорусі нема, а якби, от, ну, хтось забувся паспорт, приїхав працювати, хтось закохався, потім це, якби, не так, що понеслося, що і не виберешся, і от, а от сьогоднішня причина не трохи інша. З тих, от тих, мені здається, підрозділів. У покое замлелым от дыму, непритомным мамаля 12, трое полные шклянки по дыму, и налитое выпьют до дна, и налитое выпьют до дна. Трое смен спустя растягородни, лезвие знают один одного. Ты шагош, я выпьют отгородно, просто так, просто пьют ни шагов, просто так, просто пьют ни шагов. Уторопятся у стены запалить, в очи неутульно зернуть, а ни за что, ни за чекит запалить. И яны наливают и пьют, и яны наливают и пьют. Трое смен спустя растягородни, лезвия знают один одного. Дых шагош яны пьют отгородно, просто так, просто пьют ни шагов, просто так, просто пьют ни шагов. Бо покуль на обшарах айшины, что все только избирает забыть, а не вонной не знойдешь причины. Камня пить, камня пить, камня пить, камня пить, камня пить, камня пить. Трое смен спустя растягородни, лезвия знают один одного. Дых шагош яны пьют огородно, просто так, просто пьют ни шагов, просто так, просто пьют ни шагов, просто так, просто пьют ни шагов. Я вам позитивную песню заспеваю. Сегодня передопошний день осени, и песня называется «Золотая сукенка». Эта песня была написана по моей просьбе Владимиром Никляевым для дочки Стефании Ватюшкевич, яка у 2 роки вже носила сукенку і крутилася перед люстерком і казала «сукенка, сукенка, сукенка». Я думаю, батьку ж приємно, що дочка каже русское слово «сукенка». Я попросив Владимира Прокоповича: напишите слово, верш про сукенку, я заспеваю эту песню. Ну и как 2 раза не платить гонорар, я еще так, ну, может быть, это я так придумал, Владимир Прокопович. Это не мой продюсер, это я придумал сам.
Что в этой тексте про Сукенку так само было слово про Минск. Ну, потому что лиричных песен про Минск нема. Ну вот нема лиричных песен. Минск, 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 Минск. Вот Ашмяны, Варшава. А вот Минск как вот такой военный городок. И так, чисто порядок, и вот и песен нема таких. Ну, Владимир Прокопович написал верш, ни одного слова про Минск. И он, видать, отчул, что я там хитру. Но я только у Цюриху заспевал «Родный мой Цюрих, любов моя», песня и казка чаровная. И после до меня дошло, что эту песню написал Владимир Некляев про Минск. Ось там годов сколько, 30-40 назад. Да, он Так что песни про Минск лиричные есть, их просто треба частей згадувати. Золотая Сукенка. Знов дымком потягнула на золку, догорають у лето мосты. Ось и осень пришла поштальон, что опошли, носит листы. Закружилась листья, закружилась листья, не увойти и не вылезти с той поры золотой. Ах, якая паненка, золотая сукенка, у якой ты користи танцевала со мной. Я копаюсь за паутинку, за пожовклый на золку листок. И тут я забываю другим день за пар слов. Отчиняю поштовую скрынку. Я зараз отчиняю поштовую скрынку. Отчиняю поштовый листок. И за стол запрошу поштальонку, и налью поштальонце вина. Закружилась листья, закружилась листья. У вас книжка есть под руками, у меня нема. Не войти и не выйти с той поры золотой. Ах, якая паненка, золотая сукенка, у якой ты користи танцевала со мной. Буду сплыть паутинки над садом, будем осень заходить в сад, и листы со своего листопаду буду слать я у твой листопад. Закрушилась листья, не увойти, не вылезти с той поры золотой. Ах, якая паненка, золотая сукенка, у якой ты користи танцевала со мной. И вот за весь час этого нашего туру литературно-музычного ни в один раз не прозвучала песня на верш Владимира Некляева, музыка легендарного харизматичного композитора Дмитра Войтюшкевича. Называется «Белорусочка», як казав би Едуард Ханок, 100% хит. Я блукал по белому свете, я шукал тебе одну, и летал за мною ветер на чужую сторону. Я знатеем вдымался, целовался я с весной, я с тобой не сустракался, разминался я с тобой. Мне спотканий призначали, прихожу не по весне, не с занятыми очами, поглядали на меня. Ты однойче поглядела, не чужая, а своя. Бела, 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 русочка моя. Ты споткалась, я диво, перестал я сумовать по незнаной, по одиной, той, что Бог не дал споткать. И душа моя сомлела, я к тебе убачил я. Бела, бела, мне спотканий призначали, прихожу не по весне, не с занятыми очами, поглядали на меня. Ты однойче поглядела, не чужая, а своя. Бела, бела,
И соло баяна, ра-пап-да-ба-да-ба-да-па-па. Лай-ла-ла-лай, лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай, лай-ла-ла-лай, лай-лай-лай-лай. Дякуй Богу, что сустрела, что у мой вандровный лёс. Ты, як ластовка, злетела з Васильковых синет. И душа моя сомлела, як тебе убачил я, бела-бела. А что вы такие, гороги? Не признать жаль, прихожу не по песне, незанятыми очами. Поглядали на меня, ты одной же поглядела, не чужая, а своя, бела, русочка моя. Дякую. Я так возитваемся, друзья, Ну, вот, як там, что мы тут уже раскупались, мы уже, да? я бы хотел... Як? Спокойно, я соберу только половую. У нас есть такая, зараз я думаю, скорее, мы написали новую колядную песню, вот в финале мы ее скотчем на сегодня. А если я вспомню про колядную еще на коляды еще. Свято щось ставили, не доходите. Живу это я. Дмитрий спевает. Спеваю, я не забыл. Нет, что хотел. Завтра можно не расскажи. Можно дуэт наш назвать. Ну тогда я все ж таки виконаю песню колядную іншого настрою. Просто вот, дозволите 3 колядные, не короткие. Три колядные хорошие песни. Есть, ведаете, такая история с шаликами. И песня называется «Шалик». Просто яна трохи такая сумноватая, это как знову таки, коли ты на Новый год по неких причинах ты на некое свято важное, ты привыкший быть там с кимсь, там с семьей, а ты раз один просто с бокалом, типа, как в этом самолете. И вот Олег и Шалик как раз таки нагадывая некий успомин. И вот песня про это. Коли метелица в окне, я наливаю полный шкаль и вспоминаю, как ты мне подарила шалик. Кружился зорь каравод, белый снег кружил и падал, что есть старый и Новый год. И Божие коляды завеет, за встречай расстання, шалик твой меня греет, согревая кохание. И коли як иголкой успомин протянуя, под колядною елкой я вина наливаю. До ранку свечки догорят, дымком потягне горьковатый. Еще мы будем святковать, еще все не минули святы. Няхай тебе со мной не надо, а леты у снах моих летаешь. На шалику мое имя шелковой ниткой вышиваешь. Зазовей, завеет, встречай расстання, шалик твой меня не греет, согревая кохание. И коли як иголкой успомин протянуя, под колядною елкой я вина наливаю. Дякую.
собі особисто хотів вам пожелати добрих святів, ось, надій. От меня нет. А ви самі пожелаєте. Ось, на коляди, пісня «Наверш Владимира Николаева». А, вот что я хотел сказать. Вот эта же песня, ну, такая довольно ведомая. И там, как там сказать? В этой песне? Да, это. Над крилом стемніло. Над крилом стемнело, и первая зорка зашла, зовсім молодая, и светить не умела. У его є жонка, жонка, йось так само, дочка Стефанія, і вона... Больше не наливать. Вона там керайна, значить, здесь співає. Над крилом стемнело, и первая жонка сошла. Мне там дальше больше подобалось, чем то, что я написал. Язик, між іншим, коли ми були у Ризі, от їздили до Стефана, і он, коли ми заправлялися, вже тоді був дорогий бензин, каже, від заправки до заправки заправляйся і плати. Якби вот така була так інтерпретація. Над крилом папа, папа, стемнело, и первая зорка узышла, совсем молодая, и светить не умела. Покуль ты покрыл меня, покуль Ты шукала меня. я ведаю, просто уже вы эту версию новую починаете, мне уже начинают. Прочулка знямела, под ледом с утишивший бег завея заспела, пришел снегопад. Покуль ты на ганку змятала, з валёночок снег, настали коляды. На коляды, снегопады, не проехать, подымайся и лети, як сняжинка от стяжинки, от ялинки до ялинки у моей обдымки. Ханы зазеленели, Христос усмехнулся с небес, колядная зорка то гасно, то взяла. И рады пытала, чтобы таки выпал нам лес, як і випав лес, не казала. На коляд снегопад, не проехать, не пройти, подымайся и лети, и як снежинки, стяжинки, ялинки да ялинки у моей обдымки. На коляды, снегопады, не проехать, подымайся и лети, як снежинки, от стяжинки, от ялинки у моей обдымки, у моей обдымки. Ну і перед третьої колядної пісні, яка буде прем'єрною тут у вас, і якою ми будемо, видать, скончати все, бо заговор от собой достали. Я хочу вам прочитати ще. Ну, колядная справа, что ж такое. Ну, вставляю, я вам скажу, это все довольно можно, не поспеваем переехать, все встреча. Ну или что ж, ведали, что под что подписывались. Вчора в Гданьску, сегодня у вас, завтра в Володе, пошли, ну, будет. Я вот, все-таки есть такая штуковина, я кажу, что я не пророк, не гуру, а вот такая интуиция творчая, вот есть у людей, які займаються мистецтвом, і у 95-м році я написав поему «Проща». В
ще нічого, правда? Ще ніхто. Така невідома абсолютно картина невідомого мастака, загрунтована поэма про мастака и про ягоную вёсну Беларуси, и про белорусскую культуру. И скончается она, 9 частка, скончается, ось послухайте, я ще раз скажу, это початок 99-го года. Еще никто не выходит. Ни с кветками, ни с сердциками, ни с чем. Митинговые улицы, полные лютости площади, я покину однойче и рушу до озера проще, что синее народной земли васильком на родне и церкву со звоницей, ощадно ховая на дне. Возболелой дорозе, с каменем непозбывной вины, я войду в тое озеро и разгайдаю звоны и облащали прощай за всех, кого просто люблю. Помолюсь, поплачу и свечку в церкве запалю. Золотистую рыбой до берега свечка сплыве, золотистой змеёю слизне по счастливой траве, и пчелой золотою полетит над полями и она над водой, над землею, якая во всех нас одна. Однокрылую свечку с церквы, что всплывая со дна, мне над озером проще тримать от темна до видна, вокол озера берег один. І нікуди з його, як би ми не штурхалися, не спіхнуть нам одного. Як би ми не шалели в натовпах альт лютых жарстей, поміж нами нема жака пришлых, незваных гостей, только мы поміж нами. И нам не над прорвою жить, а над прощею жить. Так недовго, як свечка горить. Я ось в этот суд життєм так склалося на этой землі. Найдорожейшее, что у нас есть, про слез, які прожили наші предки, ми не цінимо так, як треба було б його цінити. Це якби простое, що не було чого, правда? Усе життя в галечі, там, в этой, у холоді, що воно там могло б коштувати? Але воно і є, це найвеликий суд. І ось у мене до тремтіння, от я коли гляджу, от учора, вот одна из историй, она такая не связанная, там, bizarre, что я у Гданьску меня женщина расповела, какая запросила нас в гости. Она съехала уже 7 годов тому. И я, звичайно, никто ее там не решил. 7 годов тому никто не решил. У нее 3 деток и белорусская семья. Мова у хаті в доме белорусская, книги белорусские, вся белорусская. Беларусь, у хаті Беларусь. Вот у хаті Беларусь, а дети выходят с хаты, уже не Беларусь. И в школе они майдануты. И не только в нашей тяне кажут, там дети, наставник кажут, что ты вот майданутые. Я почала бачить, що з ними починають психологічні зрухи відбуватися. Стрес кожен раз. Я почала думати, що робити. И вот, скажем, я иду, я это кинусь решил. И потом, кажу, серед ночи прочнулась, кажу, я порядчину я кину, я чужину кину. Тут моє тільки у хаті, у сім'ї. Так я свою отчину з собою заберу. І перебралася, каже, на чужину. Глядите, каже, що трималося. Так, якби мова так само чужая, але це натуральна чужая мова, бо це не дом. Тут, скажем, детям нема какого-то дискомфорта, это а все, что мое, меня со мной засталось. Это вот эта история, она как бы показывает всю глубину драмы, трагедии белорусской, правда? Мы дома на чужине. Так ось,
Тем не менее, вот сегодня у меня все, я политикой уже не занимаюсь, это вот тут уже был человек, который занимается политикой. Але, когда мне питается, что робить далее, мне сдается шлях один. Владой, это не такая некая блочинка над усім тем, что есть наша земля, мы народ, нация, а объематиками, тенеобатики, червоно-белые тияки, все-таки мы все одно целое. Ну что такое это те самые ябатики? Ну, конечно, не совсем дурные. Ну, те самые люди, это ты люди с людьми, Вашмянок, Лету, и Хусмагони, там, в Руси. И так чи інакше, коли не на узровні там домовленості з тими, хто там это зараз держави кури, тут внутри того, що називається народною нацією, ми повинні домовитися, і таким чином ми обов'язково зратуємо нашу Білорусь. Ось я для чого прочитав эту, значить, утривку, що нам не продовую життя, жити над проще. До речі, проща, от хто, що таке проща, хто вірить? О, бачите. Такое святое место. Вот, правильно, это одно со значением. Значит, ну, проще было то самое, что индульгенция неколи была, да, там, вот, але у нас это проще, это некое таемничее святое место, где отбывается то, что не может отбыться больше нигде. Вот у меня у Крея, у нас у Крея проще была там, наприкінці вулиці на Прилеску, ну там что отбывается, скажем, народилась немовля. И оно нямко, ну не говорит, не чуть ничего. И что там докторы не робили, это при мне было, это я сам вижу. И в этой поэме про это написано. И там шаптуха сказала, дайте мне дитя. Я вот, ужила это дитя, нож просидела на этой проще, а там еще криничка, я там поила его, слушайте, заговорила. Вот ты, хоть... Будет суд, люди, верьте, будет суд. Заговорить! Наша Немко Беларусь. Колядная песня, премьера великого музыки и барда белорусского Змитера Войтушкевича. Вам подарунок на коляды. Крылос. Знов наша родная земля под снег, под лёдом. Тебе я, любая моя, вешу с Новым годом. Ты знов бежишь за соником по стежкам зледенелых. Укажешь тут червоненьким и рукавичках белых. Ай, соника далека, стюжит крыться на вока. Ты горит в наших окнах новогоднее светло. И под нашей ялинкой мы присядем на хвилинку. У обдымку, как-то ведь теплей было. На Новый год, на новый лес под зорками гадай. И зорки падают с небес над краем и за краем. Где на Двине и на Днепры, у поле и у лесе червоно-груды снегиры рассыпаны на снеге. Ай, соника далека, стюль кружится на окнах, и горит у наших окнах новогоднее светло. И под нашей ялинкой мы присядем на хвилинку. У обдымку, как-то ветер прибыло. Ай, соника далека, стюжет кружится на волках. Если у вас есть руки, можете похлопать, нам будет приятно. Светло. И под нашей ялинкой присядем на хвилинку. У обдымку, и так и было. Ай, соника далека, стюжет кружится на волках. И горит у наших окнах новогоднее светло. И под нашей ялинкой мы присядем на хвилинку. У обдымку, как-то ветер прибыло. Дякую. Dziękuję serdecznie. Ja sсегодня сустракаюся тут з некоторыми з вас
почув одного з моїх добрих знайомих, що ось білоруський дом був колись у таким шиковним місцем. А ось білоруський дом тепер став сам по собі шиковним місцем. Я сердечно дякую білоруському дому, що захотіли gościć nas tu, u siebie, u tym szykownym miejscu, u tym miejscu, jak baczą po was, po publicy, naprawdę stała białoruskim domem tu u Warszawie. Dziękuję serdecznie. Pytając mnie czasem podczas tych sustrzeczał, ci ciężko było na u Polsce wydać taką knigę, takiego piśmiennika. Ja думаю, що коли нехто нечто хоче робити, шукає можливості, а коли не хоче робити, шукає причини. Ми шукали цих можливостей і видали цю книгу, і сьогодні можна буде цю книгу купити. А господар Владимир Неклеєв буде її підписувати. Дякую вам. Zapraszają salą na tym karcie. Тут świetne